Кто такой Иса, сын Марьям? Что он сделал и зачем он это сделал? Иса Масих в своем могуществе царствовал на небесах, но человечество было порабощено грехом. Бог любит людей и хочет, чтобы они были свободны. Поэтому Масих Иса сошел на землю, чтобы исполнить священные писания и спасти человечество. Дух Божий чудесным образом благословил деву по имени Марьям, и она чудом забеременела, не вступая в сексуальные отношения, оставаясь девственницей. 9 месяцев спустя Иса родился в этот мир в простом амбаре. Иса выглядит как человек, но он также Бог. Так он называл себя сам – Сын Всевышнего. Титул, означающий, что он был Богом, ставший человеком. Природа Исы – это тайна, которую наш разум не может до конца постичь. Находясь на земле, он творил великие чудеса. Учил слушаться Всевышнего и прожил жизнь без греха. Он показал идеальную жизнь, которую не мог прожить ни один другой человек. Иса добровольно принес себя в жертву, как совершенное приношение за нас. Через 3 дня Иса воскрес из мертвых, демонстрируя свою победу над грехом и смертью. Иса Масих вознесся на небеса, чтобы никогда больше не умирать. Вот почему он славится всеми титулами Мессии, описанными в Торе, такими как Спаситель, Сын Всевышнего, Эммануил и Агнец Божий. Иса исполнил все пророчества, написанные за сотни и тысячи лет до его рождения, понес наше наказание и спас нас от греха. Однажды он вернется, чтобы судить всех людей, но его жизнь, смерть и воскресение дает нам возможность иметь прощение наших грехов навсегда. В Писании говорится, что мы должны покаяться и поверить в Ису как нашего Спасителя от греха, чтобы испытать любящие и живые отношения с Всевышним. Хотели бы вы принять это приглашение?